Сразу оговорюсь, что исследование проводил не я, моя коллега Анастасия, за что я очень благодарен, но она не смогла приехать, поэтому какие-то мелкие детали я могу ответить. Но вы можете мне написать, я разберусь. Вот. Я работаю в компании Seven Hills, руководителем направления исследования угроз. Мы занимаемся реверсом, форенсикой, инцидент-респонсом и исследованием угроз, поиском и исследованием угроз, например, с помощью анти-АПТ решений. В безопасности я 20 лет, из них 8 лет работал в ГТС, тоже примерно тем же занимался. Основная сфера моих интересов – это исследование целевых атак, как самых сложных атак. Вот здесь это я бы не сказал, что целевая атака, но очень интересный метод защиты использовался. Я был спикером на многих конференциях, как в Казахстане, так и за рубежом. Часть из них приведена, и вот из таких основных можно отметить First Conference и Virus Bulletin. Они прям, Virus Bulletin особенно, они заточены на анализ вредоносного кода. А также я автор нескольких курсов по безопасности. Я их читаю в нескольких университетах и в компаниях по заказу. И у меня есть сертификат ГРЕМ. Это сертификат по анализу вредоносного кода, один из самых престижных мировых сертификатов. Так как я уже сказал, что работал в частном и государственном секторе, я могу отметить различия, которые сейчас мне кажутся такими, по коду, который используют те или иные злоумышленники, которые атакуют эти два сектора. В государственном секторе основная цель — шпионаж, соответственно, задача, если ты уже куда-то проник, то закрепиться там максимально долго, соответственно, это налагает на атакующих некоторые ограничения. Они, как правило, редко используют какие-то грязные хаки для своего сокрытия кода и противодействия анализу ручному, потому что они понимают, что антивирусы, скорее всего, будут ругаться на это все дело и могут привлечь внимание исследователей. Соответственно, просто-напросто обратите внимание, придут люди, скорее всего, найдут. Вот. И у них довольно широкая функциональность обычно, потому что им нужны, скорее всего, я там не был на той стороне, я так думаю, что им нужны максимально универсальные инструменты, потому что они, когда проникают в сеть, они не знают, что им понадобится конкретное. И, соответственно, у них очень иногда хорошие функции работы с сетью, то есть прям детальные какие-то вещи, сканирование сетей прям встроены в вирус. Помимо того, что они могут, во вредоносный объект, помимо того, что они могут использовать загружать и использовать дополнительные модули. В частном секторе, опять же, то, что мы сейчас видим, это цели различные, в том числе шпионаж, понятно, что-то кому-то интересно, частные компании разные бывают. Но в то же время цель зависит от жертвы, прежде всего. То есть где-то это просто поворовать чего-то, где-то это просто ковровое бомбометание, то есть злоумышленники купили некий инструмент, разослали его по многим жертвам и там, не знаю, используют компьютеры просто для DDoS, например. То есть им, в принципе, эта компания не нужна, но им нужны ресурсы. Или там майнят чего-нибудь, причем иногда майнеры прикрываются очень даже серьезными технологиями защиты, то есть для всех, майнер — это ничего страшного, но это не так, потому что они приносят деньги, и массовое распространение, оно требует тоже определенных технологий. Они готовы, на наш взгляд, к быстрому детектированию, в том числе антивирусом, справляются они с проблемой быстрого детектирования тем, что они быстро обновляют. То есть, в принципе, если в гасухе тяжело действительно целевой инструмент каждый день присылать, потому что ты очень сильно обратишь внимание на себя, то есть почему там какому-нибудь ключевому чиновнику приходит каждый день что-то, что детектируется, если у них есть безопасник компании нормальный, то он скажет, что, ребят, вам прям совсем надо быть аккуратными, потому что на вас производится атака. И поэтому каждый день, каждую неделю это не сделаешь. Но в моей практике была ситуация, когда
раз в месяц или в полтора злоумышленники пытались пробивать, пользователь не обращал внимания на это, антивирус справлялся до поры до времени, но потом он не справился. То есть злоумышленники, естественно, обкатывают это дома на том антивирусе, который они или точно знают, который у жертвы, или предполагают, какой может быть у жертвы, и, собственно говоря, они пытаются обойти, но вот в том случае они заходили в цель полгода. То есть они вот раз в месяц присылали, и, собственно говоря, им удалось. Вот. Здесь же, в принципе, в частном секторе, особенно когда нужны просто ресурсы компьютера, можно хоть каждый день присылать вирусы, на них все равно никто не обращает внимания. Ну, вирусы, все хорошо, антивирус же есть, а значит, ничего не надо делать. Это замечательный подход, но чуть-чуть он не работает. Ну и обычно, вот когда мы все вот это разобрали, все было сложно, и все было интересно, вся эта защита, мы думали, ну вот сейчас как увидим, что там и функционал классный вообще, супер. Функционал, конечно, классный и супер, но это объект, который нам уже давно встречался, он имеет довольно ограниченный функционал, и, условно говоря, последняя часть была неинтересной вот, для нас. Но она, конечно, интересна, потому что ну, это все работает, да. Вот, вот видите, Velvet Sweatshop слово. Кто-то знает, что это означает? Ну, слово, два слова. Кто-то видел вот такое еще ранее? Вот, ну, тогда будет интересно. И вдвойне. Значит, это такая грубая схема взаимодействия объектов. Нам поступил объект LadaCenter.ru XLSX. Мы видели несколько подряд объектов, которые имели похожие названия, и они намекали на какие-то марки автомобилей. Ну, якобы писал дилерский центр тех или иных марок. И, соответственно, вот было все похоже, но вот этот объект нас заинтересовал прям очень, ну как, мы испытали все стадии депрессии, когда его анализировали, да, там боль, принятие, там это все такое, потому что мы реально не могли к нему подступиться. Очень непонятная штука, но все-таки мы это сделали. И, собственно говоря, вы видите, что название файла XLSX, но на самом деле он является OLE2 объектом, то есть реальный его формат это XLS. Вот. А зачем они так сделали, не знаю. Может быть, просто какая-то система автоматизации, которая это генерирует. Ну, вот она так заточена была у них. Вот. Грубо, опять же, он является загрузчиком. Вот, про вот этот Velvet Sweatshop я расскажу на следующем слайде, для чего он нужен. Но вот слово советую запомнить, можете сфоткать. Вот, он является загрузчиком с вот, с вот этой URL-ки, дропает это в паблик VBC.exe, и потом начинается все самое интересное, вот эта вот штука. Паблик VBC.exe как раз-таки является объектом, который расшифровывает из себя и помещает в память, ну, мы это называем memory dropper, то есть дроппер в память, на диске не сохраняется объект, вот CoeVM, который, а CoeVM, в нем вся сложность, и вот его функционал состоит в том, чтобы дропнуть два файла слева и справа, это Advanced Run и www.exe, а вот RAT, он дропается тоже в память оперативную, то есть RAT самого, то есть RAT, мы недавно спорили, что такое RAT, и оказывается есть две аббревиатуры, две расшифровки этой аббревиатуры, ну, Remote Access Tool, кто не знает, да, и Remote Access Trojan, вот, ну, вот это Trojan. И он дропается тоже в память, то есть на диске его следов нет. Advanced Run предназначен, это полулегитимная утилита, она предназначена для продвинутого запуска программ с разными параметрами, с повышением привилегий и так далее, и так далее. А www.exe тоже легитимная программа, она для работы с пакетами Windows, ну, например, такими как Windows Media Player, но вот этот работал с Defender. Вот, то есть он его может скрывать, отображать, еще там чего-то делать. В общем, мы на этом не затачивались, но вот ему нужны две утилитки для каких-то своих технических целей. Вот, значит, вот этот объект содержал encrypted package, зашифрованный пакет в себе. И теперь вернемся к тому самому Velvet Sweatshop, о котором я говорил. В чем суть? Это пароль по умолчанию для шифрования в Excel. Ну, честно, мы не знали этого, ну, правда, но мы узнали. Оказывается, злоумышленники зашифровали на вот этом пароле, который был ранее. И что это им дает? Excel, когда открывает файл в режиме для чтения,
он пытается открыть с вот этим паролем документ. Если это получается, то у пользователя не запрашивается пароль. Соответственно, злоумышленник, который присылает почте вот это счастье, ему не нужно говорить жертве пароль, там, типа, документ будет защищен, введите пароль, ля-ля тополя. Окно ввода пароля не появляется. В режиме для чтения это все открывается. Когда мы это все расшифровали с этим самым стандартным паролем, мы увидели, что вот в этом зашифрованном пакете есть Oli Object 1 bin, а в нем был эксплойт вот для вот этого. Вот. И еще был шок-код. Соответственно, вся эта штука работает, все красиво, ничего там, не нужны макросы, да, если кто-то думал, что без макросов в офисе вирусы не бывают, бывают. Вот. А бывают еще макросы V4, это тоже прикольно. Вот. Но это другая презентация будет, возможно. И, соответственно, вот этот шоу-код пытается загрузить файл с той самой URL, о которой я говорил, и дропнуть это в паблик VBC.exe. Вот. Соответственно, все красиво, никаких паролей не надо, не передаем, но все работает. И еще вообще зачем это надо было, то есть encrypted package вот этот, чтобы как раз, ну вот предыдущий оратор говорил про детектирование статичное, вот это против него. То есть, чтобы эксплойт и shell-код невозможно было задетектировать, потому что они зашифрованы. Соответственно, нужно сначала это расшифровать. Ну вот базовой статикой, там, анализом строк и прочим это не работает. Ну и плюс сам шел-код был тоже зашифрован, поэтому там, если у вас сигнатура на шел-код, тогда все сработает. Но если вы просто что-то пытаетесь глазками там, посмотреть, где вот это 103, там, чего-то, точка, ну, айпишник и все такое, вы этого не увидите. Вот. Значит, когда мы это начали анализировать, когда к нам файл попал, мы увидели ту самую URL, попытались с нее загрузить файлик. Файлик, естественно, что? Не загрузился. Потому что то ли файлика не было, то ли сервера уже не было. Ну, опять же, вспоминаем, что я говорил, что долго они не живут. Но они живут быстро. Вот, как бабочки-однодневки. Она все успевает за день. Вот, а эти тоже. Соответственно, когда мы пошли, ничего нет, файла нет, payload нет, ну, в общем-то, как бы можно закрываться, но нет. Где можно искать такое счастье, если у вас ничего нет? Не совсем. Вот мы знаем вирус Total почти, но у него есть маленький нюанс. Он что? Платный. Вот, и он капец какой платный, то есть если 5 лет назад мы говорили о 20-25 тысячах долларов за год, то последний раз, когда я с ними разговаривал, они предложили нам 200. Вот, ну как бы за 3 файлика в год я столько не готов платить, к сожалению. Пока ИБ в Казахстане не настолько развита. Вот, $1000 в смысле, не $200. Вот, да, $200 000 годовая подписка за минимальный пакет. Может быть, можно было поторговаться, но в очень разумных пределах. Я им когда напомнил о 25, они говорят, ты это, слишком давно нас знаешь. Вот, таких цен уже нет. Соответственно, если не Верстотал, то что? Ну, ребят, ёшкин кот. Вы чего, блин? Вот, да, песочницы, они разные. Мы нашли на Nirun, есть Hybrid Analysis, и они иногда успевают чуть быстрее. Потому что если это ковровое бомбометание, то, скорее всего, кто-то на них уже анализировал, и чего-то там можно будет найти. И класс в том, что Nirun тоже уже не такая простая, как кажется, как говорится, да, там сейчас регистрация только по корпоративному аккаунту почты, но, в принципе, естественно, корпоративный аккаунт это гораздо дешевле, чем $200 000. Вот, соответственно, там доступны все артефакты, которые скачивались, которые создавались в момент проверки в песочнице. Но это очень круто, и мы по нашему хэшу этого дата-центра, я не помню, как файл назывался, потому что я точно видел и на VirusTotal, и на, возможно, на Nirun разные названия вот этого файла. То есть не везде дата-центр он назывался. Но хэш везде совпадал. Вот. Мы там нашли, скачали. Ну вот 2 ссылочки, если кому интересно. Вот. Виртуализированный файл. То есть я уже сказал, что VBC что-то там делал, который скачан был. Вот. Но нам интересно то, с чем мы не смогли справиться сначала, а потом как смогли. Вот такая была, в принципе, вот эта почти
почти весь исходный код, вот, стартовые функции, да, очень все понятно, то есть run и все, вот, иди анализируй. Вот, а вот этот прикол, это вход в виртуальную машину, а виртуальная машина, которая сделана, она обрабатывает вот эти вот цепочки команд. То есть мы видим сначала структура самого файла, то есть это число ссылок, число строк в этом файле, в потоке COI, вот, ну, решетка COI, и дальше число виртуализированных функций. То есть вся программа, реальный код программы, он не на настоящих функциях нета, в которой технологии был сделан этот объект, а на виртуализированных функциях нета. То есть вот именно все отправляется в виртуалку, она знает, как эту команду обработать, и там что-то делает. А вы ничего этого не знаете, и вам ничего не понятно. Вот, вот так выглядит, собственно говоря, описание функции. Function ID, дальше идет адрес старта функции, начало функции, и ключ дешифровки функции. Вроде тоже все просто. Ну, как бы, наверное, мы как-то дошли до алгоритма расшифровки этой функции. Наверное, как-то, ну, мы знаем ключ, мы разобрали этот формат, все, в общем-то, понятно. Можно написать скрипт, который все это расшифрует. Но не совсем, потому что вы получаете вот этот скрипт, в принципе, на нем останавливаться нет смысла, это просто базовые какие-то модификации, XOR и прочее. Вот, это не интересно. Интересно то, что эта расшифрованная функция, она будет тоже в виртуальной машине. То есть вы, ну, как бы, что-то поймете, но немного, если переводить на простой язык. Вот, то есть вам, опять же, нужно понимать, а как это все обрабатывается и что за этим стоит. Вот это в качестве примера несколько функций, которые уже девиртуализированы, или в смысле они не были девиртуализированы, то есть, вернее, виртуализированы они не были. Это просто то, какие команды поддерживает сам CoiVM. А CoiVM — это плагин к ConfuserX. ConfuserX — это протектор для нет-объектов. Он раньше распространялся платно, но с 2019 года это счастье доступно на GitHub. CoiVM доступен на GitHub. Короче, человек, который ничего не понимает в атаках, ничего не понимает, как это работает, он вам создает очень большую проблему, просто скачав 2 штучки на GitHub. Вот. Но, в принципе, есть девиртуализатор. Когда мы его нашли, мы обрадовались, думаем, сейчас мы его девиртуализируем, как бы там же написано, CoiVM Devirtualization Utility. Все здорово, значит, кому-то что-то скормим, оно все нам даст, мы пойдем получать премии. Вот, но тоже не совсем. Это все классно работает для того CoiVM, который лежит на GitHub. У нас был модифицированный CoiVM. То есть злоумышленники специальным образом запутали определенные вещи, о которых я скажу позже, усложнили определение того, что нужно, и, соответственно, CoiVM, AllDrop, вот девиртуализатор, он с этим не работает. То есть он вообще ничего не понимает. Вот, в принципе, CoiVM устроен вот таким образом. Это классический, вот 119 констант, которые определяют либо обкоды и VM-колы, это как раз функции, это самое сложное, то, что нужно отдать функцию девиртуализации, она уйдет в виртуальную машину, виртуальная машина это все дело поймет и поймет, что ей надо делать. Вот. Это вот opcodes и VM-codes. Другие используются flags и registers, используются, собственно, для флагов и регистров, которыми виртуальная машина сама пользуется, как если бы это было в ассемблере. То есть, в принципе, ей самой нужны флаги и регистры. Вот она их там использует. За эти флаги и регистры отвечают определенные команды. Команды, ну, вам может плохо видно, они могут иметь код от 0 до 255, но они не могут совпадать в группах. То есть, если мы видим, что есть вот 0,1 в первой группе, и там 1 есть во второй. В третьей группе тоже есть 0,1. В группе они совпадать не должны, потому что должно быть четкое разделение, чтобы виртуальная машина понимала, что от нее хотят. Вот. И она не столкнулась с недопониманием, что ты, да, у тебя код, а нулевой и еще нулевой. Я не понимаю. То есть ей нужны уникальные идентификаторы внутри одной группы. Так вот, если здесь все это по порядочку и все красиво,
то в нашем реальном объекте это все было запутано намеренно. То есть какая проблема? Что девиртуализатор, то есть представьте, что вот эти цифры, которые идут, ну, плюс-минус по порядку, они все перемешаны. И вот, например, у вас есть команда, ну, какая там, поп, да, извлечение из стека. Она здесь имеет там 13-й код, да. Например, она у вас стала 33-й. И Oldroad просто не понимает, что это за команда, и он вам пишет, что это 33 у нас JZ вместо попа. Соответственно, у вас код просто перемешан. Комбинаций таких очень много, ну, 119 констант. Сами представьте, сколько возможных комбинаций, да, и злоумышленники могут делать все, что угодно в этом. Соответственно, нам необходимо найти значение сначала команд, то есть, чтобы понять во всем коде, какие команды использованы, каким константам соответствуют какие команды. Окей, есть функция инициализации, которая как раз-таки отвечает за все это запутывание. Она сложная, здесь ее только кусочек, ну вот плюс-минус там сверху, она значимую часть от этого занимает. Вот. Видим, что много арифметических операций, много там сложений и все такого. Можно, конечно, побегать по ней, по всей и записать, какие значения какой константе соответствуют, но это слишком долго, потому что их 119 мы помним. Соответственно, что можно сделать? Можно сделать, как вирусные аналитики часто делают, если нашли функцию какой-то инициализации, они дают ей исполниться, в конце ставят точку останова и смотрят, куда она там должна была все это записать, и оттуда все дампят. Мы сделали то же самое, и, соответственно, мы получили вот этот перемешанный массив, но он уже правильный. Вот. То есть это конкретно для этого образца мы получили. Окей, вроде все просто, и тоже можно чего-то там заканчивать, всю нашу презентацию, но тоже это все нелегко. Проблема в том, что в исходном коде, то есть я же сказал, что был ConfuserX сначала, а потом был KVM. KVM сделал вот это, что я сейчас говорил, да, до вот этой точки. А ConfuserX делает опускацию разными способами, в том числе изменением названий констант. Вот смотрите, constant name здесь, я скажу, что такое здесь, но просто посмотрите, oplint object и вон type money, схема, ну там много чего, видите, да? Это вот эта штука. Оп. Извиняюсь. Вот такое имя. Соответственно, нам вот эти вот type money вообще ни о чем не говорят, потому что такого в оригинале нет, и ты функционал его не понимаешь. Что нам нужно сделать, чтобы что-то понимать? Нам нужно попытаться найти фрагменты девиртуализированного объекта в исходном коде KVM, который доступен на GitHub. Здесь зацепкой являлся вызов вот этого исключения. То есть мы видим, что вот это исключение вызывается и здесь, в нормальном исходном коде, который у нас есть, и вон там, в девиртуализированном, и мы понимаем, что в принципе, да, они чуть-чуть различаются, но структура кода плюс-минус одинаковая. И мы можем по порядку вызова обращения к константам, мы можем попытаться догадаться, что вот та type money ля-ля тополя, она соответствует oplint object, которая была в том самом файле оригинале, который нам нужно скормить будет Oldroad. И вот если мы вот эти соответствия все сделаем правильно, то Oldroad все сделает нормально. То есть ему нужны были значения констант правильные, которые мы дампом поняли. И теперь вот он это сделал, девиртуализировал. Сейчас мы уже ищем ручками вот это сопоставление. Это муторная работа, но в принципе ее сделать можно. Вот, потому что если вы все нормально переименовываете, то в принципе у вас это конечное время займет какое-то, хотя тоже ничего хорошего. Вот. Таким образом можно сделать VM-колы и обкоды, потому что они имеют некую виртуализацию, и там все понятно, где функция, которая это все-таки выполняет, эту операцию. С константами, с флагами и регистрами не совсем так это работает, но в целом, опять же, их можно определить по контексту использования. Также находим похожую функцию, но даже видите, она обфусцирована название, там run, здесь в исходном коде, а там scroll, event, там тоже чего-то там. Вот, то есть специально, чтобы функционал был непонятен. Но мы можем по контексту примерно понять, где какая
константа была использована изначально. Соответственно, вот здесь мы выписали 4 константы, которые здесь можно определить. Рег-СП это GUID 77E1 там, и так далее. Ну вот можем проверить. Да? Constants это, собственно говоря, процедура инициализации констант. Здесь она названа SNI, Consumer, Info, ля-ля тополя. А вот рег-СП, переменная константа, она названа подчеркиванием GUID 77, ну вот как здесь и есть. Соответственно, это тоже мы ручками собираем. Все. 3 остальных мы тоже видим. Да? Рег-FL, вот это нижняя, да, и вот она в самом низу, она называется вот совсем unhandled exception, там чего-то. Вот. Ну и FL0 это уже флаги, да, это регистры, это флаги. Они также имеют определенное название, тоже все переименовываем. Все переименовали, получили вот такую классную табличку. Это все руками сделано. Вот. Эту табличку нужно преобразовать в файл config.json, который был, формат которого был на предыдущих нескольких слайдах, где вот было нормальное описание. И вот это все мы можем скормить Old-ROD. И вот тогда Old-ROD поймет, как это все сделать и как восстановить код. Но еще есть проблема, то ли потому, что мы не все правильно сделали, то ли потому, что жизнь такая. В общем, не всегда Old-ROD правильно понимает, что мы ему хотим сказать. И, соответственно, есть проблема несоответствия типов. То есть Old-ROD просто вылетает. Вот, то есть он пытается что-то сделать, вот эти 119 констант, и он просто на определенном этапе вылетает, причем мы не понимаем, на каком этапе. Вот, вообще хорошо. Что мы сделали? Мы взяли Old-ROD, взяли его под отладку и отлаживали всю эту операцию, когда он разбирает код. И там, где вылетала ошибка несоответствия типов, мы просто в наглую игнорировали исключения в отладчике. То есть просто не давали программе вылететь. Конечно, это имеет плюс, что он как-то доработает до конца, но минус, он тоже не просто так падал, и, соответственно, он не может зайти в процедуру девиртуализации функции, соответственно, он не может определить ее функционал. Вот. Но против этого тоже есть определенное решение. Вот если мы видим, где у него возникают проблемы, мы понимаем, что в отладчике можно наблюдать за определенными переменными. Вот здесь это переменная annotation. Тоже не обращайте внимания на название, это из-за обфускации. Вот. То есть она никакого значения не имеет смыслового. Но мы видим, что эта переменная annotation, она содержит stfld, вон там функцию. Видите ее значение? И вот это будет у нас являться ответом, то есть по вот этому названию, там эта команда была stfld в той самой первой таблице. И, соответственно, вот так мы можем дополнительно даже не обфусцированные, вернее, те, которые не получилось у Old-ROD автоматически девиртуализировать, мы можем это сделать ручками. Вот. Сложно, муторно, но что-то получается. Причем этот файл, то есть так как он сделан вот с такими трудностями всеми, да, его запустить невозможно. 2 минуты осталось? Круто. Ну, у меня 3 слайда осталось. Ладно. Да. Вы меня сбили, но ладно. Есть вопросы? Есть вопросы? Да, сейчас. Вылетает. Вот, собрали, да, мы не можем его запустить, но статически его анализировать можно. И мы проанализировали статически, выявили вот эти 2 файла, он дропает на диск, этот внедряется в память. Этот payload, он внедряется уже с помощью процесса холдинга, но дальше он сам еще хитрее. Ну вот аналог нашей функции. Вот была одна строчка, вот то, что получилось. Вот, это та же самая функция. Вот, что это такое? Xloader версии 2.6, он принадлежит семейству Formbook, известный бэкдор. Из интересного, вот здесь не все написано, он запускается, ну, как бы множественным процесс-холдингом. То есть он сначала ищет Explorer .exe, в него загружается, потом запускает произвольный файл из CWindows System syswov 64, просто любой виндовый файл, и внедряется в его память. И потом работает вся эта красота. Keylogger, кража данных из буфера обмена, так пароли часто воруют, ну или еще чего-нибудь, что можно поворовать. Downloader, профайлер зараженной системы, и ворует реквизиты доступа из браузеров и почтовых клиентов. Браузеров поддерживает 35.
Я не знал, что столько браузеров в принципе есть. Он знал. Вот, и может выключить, перезагрузить компьютер. Также из интересного это вызовы API импортируются динамически по хэшам, то есть это защита от анализа строк, то есть вы не понимаете, какие функции реально используются, и по ним невозможно предсказать функционал. Большинство строк тоже зашифрованы, чтобы опять же не работал статический анализ. И реальный CNC скрыт в массиве 64 доменных имен. Он из них выбирает 16, но гарантирует, что из этих 16 только 2 постоянные будут. Мы предположили, что эти 2 и есть реальный CNC. Они выделены красным. Вот. И некоторые функции дешифруются динамически, вот, чтобы тоже скрыть против анализа. И еще он очень хорошо проверяет, как первая часть виртуализированный объект, так и это очень хорошо проверяет антиотладочные трюки. То есть он ищет отладку, он ищет виртуальные машины и все такое. Вот. Мы нашли, когда мы исследовали, только одно исследование компании SentinelOne. Там было все очень хорошо описано, почти все, что я вам говорил. Только проблема девиртуализации там описана была так. Виртуализация очень страшная. Я очень долго работал, чтобы девиртуализировать, и мне это удалось. Спасибо. Это очень нам помогло. Я связался с автором, говорю: чувак, ты что-то тут, по-моему, не договорил, страницы на 3 минимум. Вот. Он подсказал, говорит: ну, вот у вас будут проблемы с константами, и не все из них надо девиртуализировать. Вот. Поэтому, если что-то там не используется, можете забить и там произвольными значениями заменить, только не совпадающими в тех категориях, про которые я говорил. Вот. Не скажу, что сильно помогло, но как бы за совет спасибо. Ну, все. Вопросы? Да, и проблема в том, что, опять же, основная, что человек, который в этом ничего не понимает, делает вам большие проблемы. Мы это анализировали несколько недель. Вот.